16:10, не раньше, пожалуйста. Мы в эфире. Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон Сейф АТР. Голос Крыма. Майя Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдар Муждабаев. Селям, Гульсум. Селям алейкум, доброго дня всем. Сегодня праздничный день, и мы об этом поговорим. У нас хорошие новости, это правда, но для начала я хочу напомнить и еще раз объявить нашим телезрителям, что у нас в студии работают телефоны, на экраны ваших телевизоров режиссер выводит номер телефона +38 07 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу, присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес, звоните, задавайте ваши вопросы, высказывайте свою точку зрения, нам важен ваш голос. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи выкладываем все наши программы. Телеканал АТР большими буквами, латиницей. Ставьте лайк. Нам важна ваша поддержка. Ну что ж, начнем с основной новости сегодняшнего дня. Сегодня не только дня, я поправлю, не дня. Это новость, на самом деле, на века вперед, но это новость дня. Гульсум права, конечно, но это новость действительно на века. И мы сейчас вам расскажем подробно, почему. Продолжай, Гульсум. Сегодня в Европарламенте призвали решить проблемы телеканала АТР, не прекращать вещание на оккупированный Крым. Единственный крымстарский вещатель должен получать стабильную финансовую и техническую поддержку от украинского правительства, говорится в докладе по выполнению соглашения об ассоциации Украина-Европейский Союз. Европарламентарии выразили обеспокоенность по поводу недостатка финансирования, а также выразили обеспокоенность относительно программы переселения и размещения крымских татар и других национальностей, которые были вынуждены выехать из оккупированного полуострова. Также призвали обеспечить естественные права крымско-татарского народа, принять триаду законов о коренных народах, о статусе коренного народа и о внесении изменений в Конституцию Украины, о крымско-татарской национальной территориальной автономии. Об этом говорится в 60-м пункте резолюции Европарламента, если я не ошибаюсь, и я сейчас предлагаю к вашему вниманию квинтэссенцию этого сообщения, и мы продолжим. Висловлюємо занепокоєння щодо нестачі фінансування в проєкті бюджету на 2021 рік, представленого у Верховній Раді у вересні 2020 року на програму переселення і розміщення кримських татар і осіб інших національностей, які були депортовані. Закликаємо Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про зміни до Конституції щодо визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, що випливає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу до самовизначення. Наполягаємо на тому, щоб українська влада вирішила проблеми єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР і пропонують стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупованій Росією території. Айдар, ты на своей странице Facebook написал огромный пост. Ты написал, что это победа. Почему? Потому что это победа. Я сейчас подробно расскажу зрителям канала АТР, которые должны передать, будут всем своим знакомым и знакомым, что сегодня произошло историческое, без преувеличения, событие. Потому что приведенный текст – это не просто текст, и даже не просто доклад об исполнении программы ассоциации с ЕС. Это резолюция официального Европейского парламента. И это резолюция парламента, который будет принимать решение когда-то о вступлении Украины в ЕС, что непременно случится, обязательно случится. Украина обязательно станет частью единой, свободной, демократической Европы. И одним шагом обязательным для вступления является выполнение условий ассоциации. Условия ассоциации прописаны в десятках пунктов и подпунктах в этой резолюции. Можно прочитать, у меня на странице Facebook есть ссылка на полный английский текст. Да? Но в данный момент мы обсуждаем пункт 60, который касается коренного народа Крыма, крымлы, крымских татар. Что это означает? Решение Европарламента, принятое сегодня. Я даже, чтобы не быть излишне многословным, прочитаю просто
свой, на самом деле, не очень длинный пост, который я написал. Он длинный за счет цитат, вот той, которую вы видели, на 2 языках. А теперь как бы мотивировочная часть, с моей точки зрения, но тут нет никаких противоречий с истиной, потому что это просто так и есть. Я советую послушать меня сейчас, чтобы не терять время, чиновников правительства Украины, главу правительства Украины, президента Украины. Вдруг ввиду занятости не будет времени, я без иронии. А я вам сейчас это все разъясню просто как человек, который немножко знаком с юриспруденцией тоже, да, ну и имеет кое-какой опыт политической журналистики. Итак, это абсолютная, чистая, разгромная победа. Это победа телеканала АТР, крымско-татарского народа и всех патриотов Украины над внутренними коллаборантами. Победа здравого смысла над больными фантазиями. Правды над ложью, добра над злом. Это не высокие слова, это просто так и есть. Я пишу это на языке оккупантов моей родины Крыма, чтобы и они знали, их время документально начало обратный отсчет. Не сомневайтесь, русские преступники и наши, в кавычках, предатели, враги крымских татар и Украины, все так и будет. Я ничего не буду добавлять к тексту, который приведу ниже, вот то, что вы видели. Не буду ничего комментировать. В данном случае этого просто не требуется. Господа Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Алексей Резников, дамы и господа народные депутаты Украины, члены правительства Украины и так далее. Здесь в пункте 60 резолюции Европейского парламента об ассоциации ЕС и Украины, обязательный к выполнению как шаг в Европейский Союз. Его не переступишь. Это. Конкретно и по пунктам написано все, что вы, дамы и господа, минимально обязаны сделать для возвращения Крыма в Украину и поддержки коренного народа Украины, Харымлы, крымцев, крымских татар. Это разные названия моего народа. Сгульсум. На законодательном уровне. То есть больше вы сделать можете, а вот меньше нет. Поэтому дискутировать здесь больше вообще не о чем. Просто все вместе и каждый в отдельности, на своих местах, начиная с этого дня и как можно быстрее берите и выполняйте то, что написано в этой резолюции об ассоциации Украины с ЕС. Потому что это, несмотря на то, что это вроде бы как просто резолюция, это закон. И это закон Украины, основной закон Украины, Конституция, в которой ЕС и НАТО прописаны как конституционные цели нашего государства. Напоминаю всем, что любая умышленная задержка на пути Украины в ЕС, то есть если будет доказано, что кто-то специально мешал выполнению каких-либо любых пунктов, в частности этих, это условия ассоциации. Повторяю, любая умышленная задержка на пути Украины в ЕС – это прямое нарушение Конституции Украины, то есть, без шуток, это уголовное преступление. Наказание, за которое обязательно наступит. Не сегодня, так завтра, но обязательно. Если вы в чем-то ошибались, допустим, я обращаюсь к чиновникам, к каким-нибудь депутатам и так далее, то исправляйтесь, а не усугубляйте свою вину. Мы, крымцы, все украинцы, за этим очень внимательно проследим. Тем же из вас, дамы и господа, это уже такая торжественная часть моего обращения, тем же из вас, дамы и господа, здесь звенят колокола Михайловского собора, кто приложит максимум сил, чтобы все, что написано ниже, произошло как можно скорее, гарантирована благодарность потомков и заслуженное место в истории. История с большой буквы. Далее я процитировал текст 60-го пункта резолюции Европейского парламента от 11 февраля 2021 года. Запомните эту дату. Что произошло, я сейчас конкретно объясню всем, кто смотрит по ту и другую сторону временной границы оккупированной зоны. Произошло то, что это неотменяемо, это абсолютно неизменяемо, это константа. Это та дверь, в которую Украина обязательно должна будет войти и переступить этот порог, выполнив все, что тут написано. И не только во всех этих пунктах, но в частности и в этом. Иного пути нет. Это выполнение европейских хартий. Это то, без чего нас в Объединенной Европе не ждут. Обойти мы туда должны обязательно. Это Конституция, основной закон Украины. Если когда-либо, кем-либо
мы можем приложить к этому усилия, как граждане Украины. Есть правоохранительные органы, спецслужбы в нашей стране. Если когда-либо будет доказано, в судебном порядке, что какой-либо из чиновников, депутатов, любых государственных деятелей сознательно, то есть зная о том, что он наносит вред ассоциации Украины и ЕС, наносил упущерб движению туда, мешал, саботировал, затруднял, ставил препоны, писал не те законы, не выполнял требования, то есть вел себя плохо, как bad guy, знаете, говорят, был плохим парнем, да, вредил своей стране, не любил Украину так, как положено. За это может наступить уголовная ответственность. Это абсолютно четко. И там много юристов сидит у нас в правительстве, в парламенте. Они меня понимают. Я понимаю, что в их жизни прежней, советской, постсоветской такого не было. Но мы вступаем в новую жизнь. Это резолюция про новую жизнь. Да, эта жизнь еще не наступила. Да, Крым еще не возвращен в Украину. Да, он еще не освобожден. Но это ничего не меняет. Сейчас время такое, когда история пишется наперед. Сегодня, 11 февраля 2021 года, написана история вперед. Это история про всю Украину, которая боролась против российского колониализма веками. Про украинцев, которые пережили Голодомор, пережили войны страшные, сопротивление безнадежной ситуации украинской повстанческой армии и все, о чем вы все знаете. Это изничтоженная Украинская республика столетней давности, это изничтоженное Крымское государство столетней давности, которые так и не успели объединиться, хотя вели переговоры об этом. Это мой народ, который 250 почти лет назад был объявлен лишним на своей земле и методично оттуда изгонялся. И сейчас русские решили завершить этот процесс, окончательно решить крымско-татарский вопрос, но они нас просто не знают. Здесь такая же ошибка, как с украинцами, которых они считали братьями, которых можно подминать под себя и уничтожать их идентичность, личность уничтожать, личность нации, код ее. Так вот, с нами они тоже ошиблись. Они что только не делали. Они выгоняли, переименовывали, вычеркивали, переселяли за 5000 километров. Но мы всегда возвращались. И сегодня будущее нашего народа в крымско-татарской автономии в составе единой европейской демократической Украины, где наши права, несмотря на то, что количество Крымлы доведено там до меньшинства в Крыму оккупантами, это ничего не значит. Народ коренной Украины, тот народ коренной Украины, которого нет родины нигде, этнической родины за пределами нашей страны, имеет права независимо от своего процентного количества в Крыму. Это значит, что в Крыму после того, как оттуда будет вынесена позорная трехцветная тряпка, и последний оккупант, вопреки фантазиям некоторых наших чиновников, покинет мой Крым, там никто никогда не скажет ни одному крымскому татарину, ни одной девочке Крымлы, что она тут лишняя, что ее тут нет. Там будет флаг Украины и флаг моего народа с золотой тамгой. Флаг свободы и флаг нашего возрождения. Там будут наши буквы на улицах. Там ни одна российская свинья никогда больше не скажет мне, зачем ты сюда приехал, как они говорили. Никогда не оскорбит родителей моей подруги, к которой они подходили в 2014 году и говорили, когда вы отсюда уедете, мы займем ваш дом. Нет, вы не займете наш дом. Кстати, до сих пор говорят. Говорят. Нет. Ваше время там истекло. Вы просто еще об этом не знаете. Но вы можете уже паковать чемоданы из Крыма и продумывать, как вы будете жить где-нибудь там, откуда вы к нам приехали. Это лучший для вас вариант, потому что все остальные варианты — это чемодан без вокзала, бегом домой, туда, откуда вы приехали. Да? Мы вас там не звали, не ждали, вы нам там не нужны. Нам нужны нормальные соседи, а не люди, которые предадут нас в любой момент, которые при появлении оккупантского русского танка бегут на него возлагать цветы и сдают своих соседей ФСБ. Такого больше не будет. Того оккупированного Крыма сегодня не стало. Не стало документально. Мы все, люди в оккупации, все мои земляки крымские татары, крымлы, потомки великого, небольшого, но великого народа, духом великого.
народа борца, народа... Что-то в пафос меня понесло. Ну, короче говоря, вот такой будет наш Крым. Когда он вернется в Украину, он обязательно вернется. У нас будут все права коренного народа. И вот эти дети, которых сейчас, может быть, там смотрят свысока, эти рожи в русской оккупационной форме, ничего страшного, знаете, было. Были там и немцы уже, всякое было. И сапог екатерининских солдат, которые думали, что они там навсегда. Нет, зло не навсегда. Добро обязательно победит. И главное оружие в этой борьбе – это правда. В том числе то, чем мы здесь занимаемся с Гульсум Халиловной и всем коллективом нашего телеканала. Вот знаешь, Айдар, я еще хотела тебя спросить, вот на самом деле же вот этот доклад по выполнению соглашения об ассоциации ЕС, где упоминается и телеканал АТР, права коренного народа, и про внесение изменений в Конституцию Крымско-Татарской национально-территориальной автономии, это такой вот, можно ли это считать таким щелчком по носу украинской власти, которая не выполнила свои обязательства с момента оккупации Крыма? Ведь прошло уже 7 лет с момента Евромайдана, и Украина государство до конца не избавилось от вот этого постсоветского синдрома, не приняло, и не приняло нужные решения. От синдрома страха перед русскими, которые от некоторых чиновников и депутатов просто, знаешь, вот этот страх пропитан. Главное ничего не делать. Не дай бог помочь крымским татарам, а то там разозлятся в Москве. Теперь злиться будут на вас в Брюсселе. Не бойтесь Москвы. Украина – це Европа, а Крым – це Украина. И все. И все. Понимаете? Такая история сегодня приключилась. Давайте там, вмыкайте мозг. Мы не малороссы, мы украинцы, мы гордый европейский народ, мы крымлы, мы гордый европейский украинский коренной народ. Вот. И мы не остановимся на пути освобождения Крыма. И не будем рассматривать варианты, подстилать соломки, приглашать русских оставаться в Крыму, как это делают некоторые чиновники в законе о коллаборации, которые они сейчас пишут. Хватит, все, в эти цирки доигрались. Это прямо противоречит европейской стратегии Украины. Вот и все. Айдар, давай подключим к нашему ефіру сейчас Євгена Магду, директора Інституту світової політики, кандидата політичних наук. Пане Євгене, вітаємо вас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы слышали сейчас спич Айдара Муждабаева, вы слышали нашу дискуссию, наш разговор. Ну вот что думаете относительно резолюции, которую сегодня приняли в Европарламенте? Вот ЕС сейчас призывает Украину принять эти решения. Вот в таком случае, вот вопрос к вам как международнику. Вот эти вот вопросы, к которым они призывают, они обязательны для выполнения со стороны украинской власти как условия для вступления в Европейский Союз? Или же все же носит такой рекомендательний характер? Треба розуміти, що подібна резолюція, вона ухвалюється щороку. Тому що, власне, угода про асоціацію, вона передбачає щорічний аналіз і щорічні погляди на те, як виконується ця угода. Те, що тема Криму і конкретно телеканалу АТР в цій резолюції прозвучала, я думаю, що це насамперед позиція європейських парламентарів, які не безпідстав називають себе друзями України. Їх достатньо багато, і те, що за резолюцію проголосували там, не пригадаю, біля 580 членів Європарламенту, це достатньо переконливо. Я не вважаю, що це просто, такий собі документ, як документ, який не має нічого такого, що не має політичної ваги. Адже Європейський парламент – це, власне, представницький орган Європейського Союзу, а наша європейська інтеграція, як ми знаємо, вже 2 роки як закріплена в Українській Конституції. Угу. Проте, очікувати, що замість України Європейський Союз буде виконувати нашу роботу, я думаю, абсолютно не варто. Це на 100%, я думаю, всім зрозуміло. Ну, а как вы думаете, вот с момента Евромайдана уже прошло 7 лет, и крымские татары на протяжении этих 7 лет, то есть вообще с момента провозглашения независимости Украины, говорят о необходимости реализации прав коренного народа на самоопределение, говорят о необходимости принятия закона о коренных народах, о статусе крымско-татарского народа, в принципе, то, о чем сейчас очень четко подметили в резолюции Европейского парламента. Почему
руководство Украины не принимает эти законы? Что им мешает? Причем уже, Евген, причем уже 2 каденции президентских, ну 1,5, да, вот, и парламентских. Я прошу прощения. Ну, насправді, давайте зробимо невеликий історичний екскурс. Що до російської анексії Криму в Україні, на жаль, підкреслюю, на жаль, в Києві різними президентами, різними парламентами, різними політиками ставлення до кримських татар було, ну, таке, скажімо так, обережне. Попри те, що були представники кримських татар у парламенті, попри те, що їх голос було чутно, потім вже за президентства Порошенка і зараз за президентства Зеленського є представники кримських татар, власне, і в виконавчій владі, ну, скажімо, шановна Еміне Джепар, яка перша заступниця міністра закордонних справ, і це саме політичний жест. Але цих подібних жестів замало, тому що в цивілізованій країні має вирішувати саме закони і конституція, як розвивається вперед наша держава. І, як на мене, тут для нинішньої владної команди, тим більше, є монобільшість. І я не можу уявити собі ситуацію, за якої, припустимо, фракції «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина» не підтримають закони, які спрямовані на захист прав корінних народів. Ну, серйозно, при всіх розбіжностях, які існують між ними, я думаю, що ті фракції, які називають себе опозиційними, але не є проросійськими, вони, тобто, ну, є реальна перспектива ухвалення цих законів конституційною більшістю. Да. Чому цього не відбувається? Ну, відповідно, якщо закони ухвалюються конституційною більшістю, то це політичний сигнал про те, що можна вносити зміни до Конституції. Про зміни до Конституції відповідні говорять вже ж не перший рік, правда? І ми бачимо, що Айдер про це згадав якраз, що дійсно, ну, про це говорять вже не в питанні політичної доцільності. Я хочу, до речі, сказати і в контексті телеканалу АТР, що, ну як, коли у телеканалу, який захищає позиції кримсько-татарського народу, вперше виникають фінансові проблеми, це може бути випадковість. А коли такі проблеми виникають регулярно, то це свідчення неефективної державної інформаційної політики. Ну, я вважаю, що саме так. Тому що в сучасному світі, ну, можна там вітати домовленості віце-прем'єра Олексія Резнікова з віце-маршалком Сейму Малгажатою Госевською про пошук фінансування. Але ж це відповідальність в першу чергу української держави. Мы не можем ни на кого перекласти. Более того, Резников даже к послам G7 обращается, чтобы те как-то помогли решить фінансування телеканалу. Дякую, Євгене, що ви зауважили про це, бо Малгажата – це дуже крута людина, вона дійсно запитала у віце-прем'єра, що, ну, вона там запитала, а він відповів, все буде нормально. А після того, повернувшись сюди, він просто написав листи послам G7, типу, дайте гроші. Вона не про це його, може вона пропонувала додатково щось там попросити, але це не базове рішення. Базове рішення – це віддати гроші, які передбачені в бюджету, як субсидії телеканалу АТР, а все інше – це факультативно. А тут, знаєш, це просто голова і ноги, просто, ну, як би сказати, кверх ногами все перевернуто. Я перепрошую, продовжуйте, будь ласка. Просто я, цікавлячись проблематикою протидії гібридному російському впливу, можу сказати, що ця протидія має бути постійною. Тим більше в окупованому Криму, тим більше який незаконно включений до складу Російської Федерації. Тобто мовлення на нього
чи телевізійне, чи мовлення в інтернеті, будь-яке, чи радіомовлення, це, якщо хочете, той маяк, який кримським татарам на і не лише кримським татарам, Та звісно, всім. Тим людям, які вважають себе громадянами України і проживають на окупованому Кримському півострові, дає сигнал, що ми про вас пам'ятаємо. Може, якби цей сигнал був більш потужний в ситуації, який... От я сьогодні прочитав пост свого колеги-міжнародника Ігоря Солов'я про те, що начебто українським посольством доручили запросити на Кримську платформу 23 серпня, а потім це доручення назад відкликали. Мене, чесно кажучи, тривожить ця ситуація з однієї простої причини. Я розраховував, що цей саміт Кримської платформи, очевидно, мав бути в лютому. Бо, коли ми всі згадуємо, ми всі відзначаємо 26-го, так? події, які відбувалися в Криму, і це логічно, до цього прив'язати. Окей, я можу зрозуміти там пандемічні обмеження, багато інших речей. Просто вже у нас цей саміт, він, на жаль, перетворюється в річ в собі, навколо якої дуже багато говорять, а от які предметні дії, вони не зовсім зрозумілі. Просто ця Кримська платформа, вона, знаєте, не хотілося, щоб вона стала нагадувати летючого голландця, такий корабель, який блукає в Чорному морі, і на який просто люди будуть боятися стати на його борт, піднятися на його борт, тому что вони не будут розуміти, це реально чи ні. Вот по Крымской платформе возникает один вопрос. А что дальше? Окей, планировали собрать саммит Крымской платформы в мае месяце. Хорошо, переместили на август, на символическую дату и так далее. Сейчас приглашают различных там лидеров на принять участие в этой платформе. Окей, вот предположим, саммит Киев. Приехали лидеры, пообщались, поговорили, сказали, выразили свое недовольство, выразили обеспокоенность, поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности и так далее. А что дальше? От дивіться, Гульсум, ми з вами говорили ще в 2020 році про це. Я можу повторити. Які країни мають бути? Це насамперед країни Чорноморського регіону, бо проблема Криму, вона прямо пов'язана з проблемою кримської безпеки. Тобто, зрозуміло, що без Туреччини, Грузії, Молдови, Болгарії, Румунії цей саміт, він просто не має сенсу. Немає значення, чи там буде президент, чи прем'єр, чи міністр закордонних справ. Це, власне, я думаю, фахівці з дипломатичного протоколу могли б забезпечити різноманітний формат участі, тому що зрозуміло, що графіки не співпадають, зрозумілі нинішні обмеження і таке інше. Це все ясно. Далі. Участь Росії. Я категорично проти. Я не розумію, як можна одночасно говорити, що ми державу називаємо державою-окупантом, і її зразу запрошуємо до участі в саміті Кримської платформи. Це в якому контексті? Я можу повірити, в суботу Дмитро Кулеба дав інтерв'ю Радіо Свобода і сказав, що Росія чинить опір проведенню саміту Кримської платформи. Так тим більше він має бути обов'язково проведений. Бо Росія внесла зміни в Конституції, де вона ігнорує норми міжнародного права на користь національного і, відповідно, ухвалює зміни в законодавстві, які забороняють заперечувати територіальну цілісність громадянам Росії. Але ж всі навколо не громадяни Росії. Тому чорноморські країни. Друге – це країни НАТО, тому що огляд на стан безпеки. Якщо ми говоримо про країни НАТО, то це Сполучені Штати. І нам треба не молитися на дзвінок Байдена, телефонний Володимиру Зеленському, а думати про те, як зробити так, щоб з'явився постійний представник Державного департаменту по Криму. Оце, так би мовити, це надмета. Якомога швидше.
Так, звичайно. І ще одна мета – це... Алло. Прерывается, видимо, связь. Ничего, мы восстановим связь Крыма с Украиной. Евгений И с Магда, Евгеном Магдой, нашим. директор Института мировой политики. Должен... Почекаємо трохи, это бывает такое, ничего страшного. Есть? Ну, перезвоните, сейчас редакторы перезвонят, ничего страшного. Ну, есть, да. Алло. Возвращаемся. Да, я тут. І знову селям алейкум. Тобто, доведу думку до кінця, що якщо ми говоримо про учасників Кримської платформи, то нам треба орієнтуватися і на країни ісламського світу, тобто працювати з Туреччиною в цьому напрямі. Ну, смотрите, пане Евгене, вот мы, прекрасная инициатива, которую мы сейчас с вами обсуждаем, Крымская платформа по деоккупации полуострова, да, и там Зеленский до этого говорил, что вот до него никто Крымом не занимался, о Крыме никто не думал, вот он пришел, все начали думать, и вот инициировали Крымскую платформу и так далее. И здесь мы сталкиваемся, опять же, то, с чего мы с вами начали, закрытие, возможное закрытие телеканала АТР, прекращение финансирования, перекрытие «Голоса Крым». Вот как эти вещи можно связать между собой? Можно ли вообще? Что это, если не безумие? Ну, я думаю, що це має отримати в першу чергу політичні оцінки. Я б хотів, щоб наступний парламентський тиждень в Верховній Раді розпочався знову-таки спільної заяви парламентаріїв, адже відповідно представники кримсько-татарського народу є не в одній фракції, і вони можуть організувати відповідний політичний демарш, звернути на це увагу. Ну, ми зрештою живемо в парламентсько-президентський республіці. Слухайте, Євгене, а чому там всього 3 Кремли? Я не про це. То це не те, що це наша якась особиста справа. Крим – це Україна, Україна – це Крим. Тобто тут я просто знаю багатьох депутатів, просто навскидку я зараз там 20-30 людей перерахую, які, як ви, останнім часом були гостями нашого телемарафону «Сейв АТР». З різних фракцій, крім фракції на літеру Ж, да? Тобто об'єднатися є кому. Сьогодні я зранку дуже довго спілкувався з депутатом від фракції, навіть не буду казати, да? Просто Василь Мокан, багато людей різних, але здоровий глузд, в яких перевагає все. І любов до батьківщини. Да? Це високі слова, а насправді це просто правда. Об'єднатися завтра, просто почати цей процес виконання конституційного зобов'язка, да, як депутатів, вони можуть, нехай завтра об'єднаються разом з кримськими татарами, всі фракції, приймають резолюції, тобто простір для діяльності для України просто відкритий, і поле це не пахане просто. Вибачте, да, продовжуйте. Звичайно, цей простір є. Просто потрібно, щоб наші політики часом піднімалися над партійними інтересами держави. А дивіться, приклад взяли би з американського конгресу чи сенату, де різні партії, вони, може, там деякі люди просто ненавидять один одного. Однак ж на підтримку України вони разом. А чому ми на підтримку України не разом? Що ми гірше за американців для українського народу? Я як депутат так міркую. Це насправді довга дискусія, але я думаю, що якщо ми говоримо про професійні середовища, то це має бути, я думаю, зрозуміла підтримка експертного середовища, це ясно. І очевидно, що це має бути зрозуміла підтримка і професійного середовища, телевізійного середовища медійників. Може, я не зустрічав відповідних заяв, але мені теж було б цікаво, я думаю, корисно їх почути. Тобто, цю тему треба порушувати у різних напрямах і в різний спосіб. Тобто тут, як кажуть, всі жанри є хорошими, крім нудного. І це, на мою думку, абсолютно однозначно.
Дякуємо дуже, пане Євгене. Чохсагол у нас Євген Магда, директор Інституту світової політики, кандидат політичных наук, был с нами на прямом зв'язку. А к нам сейчас в эфир присоединяется Анифе Курсиитова. Давайте ее поприветствуем. Анифе Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Чтобы вы понимали, кто такая Анифе Курсиитова. Ну, сейчас многие люди смотрят впервые АТР так долго, да? Я хочу сказать, что Анифе Курсиитова — это глава гражданской организации «Крыма и лесы», крымская родина украинскую мову, ну, крымская семья. Это, я не буду говорить про детей, про крымскую мову, про школу, навіть про це не буду, а про те, що Анифе Ханим, пані Аніфе, вона зробила неймовірно. Вона знайшла кошти, вона організувала наших видатних істориків, українців Кремли, разом зібрала їх. Вони поставили собі мету спільну і вони видали нарешті перший підручник для шкіл. Підручник, який має назву «Історія Криму і кримськотатарського народу». І цей підручник має бути в кожній школі. Ну, до речі, зараз його просто завантажити можна на будь-який пристрій. Зараз діти навчаються, ми ж знаємо як. Дякую дуже тобі, Аніфе Ханим, за все, що ти робиш, і твоїм людям, і просто... Вибач, ну, я не міг цього не сказати, коли тебе побачив. Сауна Сайдарага. Чохсауна Сайдарага, Чохсауна Гульсум и все наши дорогие сотрудники, команда телеканала АТР. Телеканал АТР — это однозначно душа и сердце нашего народа. И каждый раз, когда мы говорим про телеканал АТР, мы вспоминаем тот момент. Для нас это самый большой культурный прорыв для каждого крымского татарина, где бы он ни проживал на тот момент, когда появились первые, да, радио Майдан, телеканал Ляле, телеканал АТР. Это надежда, вера вообще в будущее нашего народа и огромный культурный прорыв. В то же время, когда снимался фильм «Хайтарма», вот это все самые важные моменты нашей жизни, самые дорогие моменты для нас. Мы проживали вместе с вами, это сделали вы, это сделали все сотрудники, которые работают над огромным количеством передач, исторических, культурных, образовательных. Вы для нас все, мы абсолютно разделяем все ваши мнения, все ваши переживания. И хочу сказать сегодня, да, снова борьба. Пускай никто не сомневается, крымско-татарский народ, он очень сильный. Мы это проходили и когда были в депортации, и когда возвращались. И на разных встречах я рассказывала о том, что это не только после 2014 года. Даже когда мы были все в Крыму, при украинском Крыму, я хорошо помню, как открывались крымско-татарские классы и школы, как брали на работу крымских татар в органы госслужбы, например, помню, как меня брали, да, то есть нужно было пройти все инстанции. Если обычного не крымского татарина брали на работу просто так, то крымского татарина нужно было пройти все инстанции. Анифе Ханим, давай, секундочку, давай уточним просто всем, чтобы понимали. Речь идет, вот о чем, она, запомни, на чем-то остановилась, о чем говорит Анифе Курсиитова. Речь идет о расовой национальной дискриминации в Европе в конце 20 века. Которая длилась ровно, при той домоданной Украине, это была реально расовая дискриминация. Она, вот о чем рассказывает Анифе, это было до победы Майдана, а потом началось то, что началось, и оккупация и так далее. Продолжай, пожалуйста. Я хочу сказать, что и тогда в Крыму, и сейчас в Украине очень много людей, не понимающих вообще суть вопроса нашего, не понимающих, кто такие коренные народы, за что мы боремся, какие права отстаиваем. То есть люди абсолютно лишены вот этих всех пониманий, и они не хотят, не стремятся. Как мы боролись до 2014 года в Крыму, мелкими-мелкими шажками шли и продвигали свой культуру. Точно так же многое сейчас и в Украине. Я могу очень также долго рассказывать, как тут мы добивались, да, возможности открытия детского крымстарского центра и дальнейшей поддержки, сколько кабинетов мы прошли и
сколько нам пришлось объяснять, что для чего мы это делаем. Крымско-татарский народ — это коренной народ Украины. Права языка закреплены. То есть это все равно не понимают даже чиновники с департаментов образования. Мы очень много прошли разные борьбы и рассказывали про это. И слышали про то, что в Украине очень много национальностей, в Украине очень много разных народов. Но крымские татары — это не разные народы, у нас нет своей страны. У нас есть государство Украины, и мы коренной народ этой страны. Хочу сказать, что несмотря на все эти тяготы, наш детский центр работает. Несмотря на что нету финансирования, из 10 учителей только нескольких взяли наши на работу, и каждый раз упрекается. Но хочу все равно вернуться к позитиву. Смотря сейчас ваш марафон, каждый день я вижу огромное количество украинцев, людей других национальностей, которые стали на поддержку телеканала, а значит и на поддержку прав крымстарского народа. Точно так же, как и нашу организацию, несмотря на разного рода деструктивной работы чиновников, есть очень много организаций, которые звонят и говорят: мы хотим вас поддержать, давайте мы что-то вместе делаем, давайте крымстарский курс по языку истории будем проводить в других школах. То есть с момента выпуска нашей книги по истории Крыма к нам обратилось очень много организаций, университетов, музеев, в общем, очень много людей, организаций, которые захотели, чтобы мы рассказали про курсы, захотели, чтобы мы привезли книгу. То есть на фоне вы, возле и нас, и вас, все равно объединяются люди. Они начинают понимать... Извини, пожалуйста, просто новость пришла. Хочу вопрос тебе задать. Скажи, пожалуйста, вот в издании этого учебника уникального помогало ли Министерство по реинтеграции оккупированных территорий? Нет. Это была наша идея. Несколько лет мы работали над этим проектом. Его поддержал Украинский культурный фонд. Также я была очень много раз с этим проектом в Министерстве образования. Также были положительные отзывы. Более того, замминистра дал очень хорошую рекомендацию Украинский культурный фонд. И еще один момент подчеркну. Ни одного раза не было никакой цензуры. То есть никто нам не говорил: измените какие-то статьи в книге, поменяйте. Нет, абсолютно. Была очень хорошая, конструктивная работа с Украинским культурным фондом. Такой вопрос, Анифия Ханум. А вот Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий приглашало организацию Крым Айлес, которая внутри своей организации обучает детей крымстарскому языку, к разработке концепции по развитию и популяризации крымстарского языка? Дело в том, что было одно собрание в Меджлисе крымстарского народа, где меня пригласили. Это было первое прозно-ознакомительное собрание, в котором у всех спрашивали мнение, и все. Больше нигде мы не участвовали. И у меня в последнее время очень много журналистов спрашивают о концепции. И я честно говорю о том, что мы не принимали участие в этом, но на данный момент мы готовим свои предложения от нашей организации. И уже хочу сказать, что мы уже, знаете, устали ждать, когда государство нам что-то решит. Точно так же, как учебник по истории. Да. Сейчас наша организация работает над учебными пособиями по крымстарскому языку для детей. 2 уровней. Это просто невероятно. То, что вы делаете, это невероятно. Анифия Ханум, я хочу, чтобы ты оставалась на связи, пока я договорю. У нас уже сейчас на связи, уже он слышит нас, Рифат Ага Чубаров, глава Меджлиса крымстарского народа. Я хочу, чтобы это слышала и ты, и Рифат Ага, он потом подключился. Вот что такое, когда ты попадаешь в просак и медийно начинаешь в себя оправдывать за то, что сделал, но не признавая своих ошибок и все равно. В этой резолюции последним пунктом, который мы зачитывали, там про АТР, там финансирование, там про автономию, про и так далее, есть приветствует разработку стратегии, вот о которой речь идет, да, и как раз вот это министерство разрабатывает, оно только разрабатывает, оно только начало, только намерение, еще ни к тебе никто не обращался, и неизвестно, обратились ли бы, еще только вот началось, только заявили, и парламент уже приветствует это начало. Но
в новости об этой резолюции они прочитали. Конечно, я думаю, они так немножко в шоке пребывают чуть-чуть от этой резолюции. А я предупреждал, что вы будете в шоке, господа чиновники. Просто вы же не слушаете никого, кроме себя. Так вот, эта медийная манипуляция выглядит так. Они берут из этой резолюции с конца то, что им поставили в заслугу эту вот стратегию, которую они начали вырабатывать, одобрили такое намерение. И заместитель министра по интеграции, они дают новость на официальном сайте, смотрите, заголовок, не про то, что Европарламент обязал в полной мере финансировать, технически оснащать АТР, не то, что Европарламент обязал законы о коренном народе, не то, что Европарламент обязал как просто шаг через порог к ассоциации в ЕС, в 10 главу Конституции, крымская автономия, нет. Они берут то, где их чуть-чуть похвалили, то, что намерение. Этот господин Еременко пишет, пан Ігорю, ви дуже мене розсмішили, правда. Заміститель. Да. Ми також розділяємо думку Європарламенту щодо необхідності підтримки каналу АТР. Это внутри текста, под заголовком, под лавкой спрятано. В тому числі фінансові, з метою забезпечення мовлення на тимчасово окупований Крим, Росію, Крим, міністерством, это цитату они берут оттуда из Європарламенту, у повній відповідальності до національного законодавства та європейських стандартів прозорості запроваджується механізм фінансування мовлення на тимчасово окупованій території через процедуру конкурентних державних закупівель. Они настаивают на то, чтобы мы участвовали в конкурсе на деньги, которые выделены нам как субсидии, они переделали в конкурсные деньги на услуги. Ігоре, і передайте вашому шефу, не буде цього. Ви просто ще не зрозуміли, що це за резолюція. Ця резолюція вона зобов'язує вас дати нам субсидію, змінити назад кодування цих коштів на те, що було, коли Мінфін вам перевів їх на телеканал АТР. І ми з вами торгуватися не будемо. Крапка. Це просто навіть вже не смішно. Ви виглядаєте як, я не буду поганих слів казати, бо сьогодні в мене свято. Сьогодні вам просто з Європи сказали, пані та панове, давайте завершать этот цирк просто. Давайте возвращайтесь к законной процедуре субсидирования канала АТР, полной поддержки его вещания, технического оснащения, как вам было сказано. И все остальное тоже. А выкручивать новости задом наперед, выставлять себя героями, хотя все остальное это просто уничтожение всей вашей деятельности, уничижительная оценка, того, что вы не делаете ничего. Мы так играть не будем. Я напоминаю еще раз, крымские татары не глупые люди. Журналисты канала АТР все видят, слышат, читают. Мы общаемся с западными политиками. У нас все везде в порядке с коммуникацией, в отличие от вас, что вы все время выкручиваетесь, не можете ни с нами коммуникацию, что вы все время так между струйками торгуете. Мы не в торговле, не участвуем, поймите, у нас не рынок, у нас фронт. Я свое сказал. Селям алейкум, Рифат ага. Рифат ага, селям алейкум, председатель Меджлиса крымского народа. Алейкум селям. Можно я не подожду вашего вопроса, а сразу начну с того, что я выслушал ваш спич и прошу только об одном. Выйдите, пожалуйста, из окопов войны. Это я, Айдар, прямо к вам обращаюсь. Мне покинуть окоп войны с Российской Федерацией? В смысле, какой окоп? Нет, я сейчас не хочу с вами дискутировать. Я же правду сказал, Рифат ага. Я же вижу манипуляцию новостью, когда они, единственное, где их похвалили, выносят в заголовок, а телеканал АТР и автономию коренной народ плачут внутрь. Я сказал как журналист, извините, я в политику не лезу, но как журналист я сказал правду, а вы политический наш лидер, это другой вопрос. Извините, пожалуйста. Если я скажу еще одно слово, а потом вы будете 50 говорить, я могу не участвовать в этой передаче. Я просто хотел сказать одно. Что сегодня действительно состоялось очень знаменательное событие. Европарламент в своей резолюции о одобрении доклада по ассоциации Украина-ЕС, он впервые уделил особое внимание наиболее актуальным проблемам, связанным с будущим Крыма и крымско-татарского народа. Это первое. И поэтому там есть эти слова о необходимости принятия законов о статусе крымско-татарского языка, о коренных народов в Украине и о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, что касается права крымско-татарского народа на самоопределение, то есть о национальной территориальной автономии в составе независимого украинского государства. В этой резолюции, в этом пункте к докладу говорится о том, что государство должно помочь единственному крымско-татарскому каналу АТР
И государство приветствуется тем, что оно выходит с инициативами, связанными с развитием и популяризацией крымско-татарского языка. Я хотел бы, чтобы вокруг этих тем, что важнее, что не важнее, не было ерничания. Это первое, что я хотел бы. Второе. Если государство где-то делает то, что оно обязано делать, и это является позитивом, всегда надо об этом отмечать не только государственным чиновникам, но и той части украинского общества, к которому это относится. Я немножко прослушал то, что сейчас говорила уважаемая Анифе. Мы только-только приступили к этой работе. Я когда говорю, что надо выходить из окопов, я имею в виду только одно, что когда у нас есть проблемы диалога, проблемы с пониманием, проблемы расхождения подхода в решении того или иного вопроса, это не означает, что каждую ситуацию надо пытаться использовать для усиления своих позиций и для углубления собственного окопа. Хочу сказать, что инициатива по разработке концепции развития и популяризации крымско-татарского языка, это действительно с этой инициативой Министерство по оккупированным территориям пришло к нам Меджлис. И мы в Меджлисе провели первое такое базовое совещание, на которое пригласили и Анифе Ханум Курсеитову. После этого мы сейчас находимся в стадии формирования рабочей группы. И в этой рабочей группе есть и Анифе Курсеитова, и есть те преподаватели, которые сейчас в рамках Крыма и Лесе занимаются подготовкой правописания крымско-татарского языка на латинице, подготовкой рабочей тетради, рабочей книги. Это после крайне удачного проекта «История Крыма и крымско-татарского народа». Я буду говорить о том, что Крым и Лесе с этим проектом просто показала всем, как может общественность, ну, скажем так, показывать пример, в том числе и государству. Но еще раз хочу сказать, это не тот случай, где надо укорять министерство. Я за это хвалю Рифат Ага, я похвалил их за это. Территориям из-за того, что не нашли еще решения вопросов, связанных с финансированием АТР. Здесь диалог должен продолжаться, и здесь обязательно должно быть найдено решение, которое позволит спокойно вещать единственному крымско-татарскому каналу и спокойно работать журналистам. Я еще раз хочу сказать, но это не означает, что лопатой надо углублять свой окоп. Ни одной, ни другой стороне. У нас здесь нет внутренней войны. Окоп, действительно, если может быть, то только в отношении, да, и то даже не окоп против России, потому что с окопа тяжело выпрыгивать. Против России мы должны все вместе, я заканчиваю, применять все те меры, и государственные органы власти, и Меджлис крымско-татарского народа, и все, кто только может, чтобы как можно быстрее ускорить освобождение Крыма от российских захватчиков. Возвращаясь к резолюции, я все же хотела понять, Рифат Ага, вот те пункты, которые мы перечислили с вами выше, это и необходимость финансирования первого крымстарского телеканала, это и принятие вот, триады законов о статусе коренного народа, о законе о коренных народах, о внесении изменений в Конституцию крымстарской национально-территориальной автономии и так далее. Вот все, что это отмечено в этой резолюции, вот это все носит рекомендательный характер или же все-таки обязательный как условие для вступления Украины в Европейский Союз? Смотрите, сейчас вот буквально речь о вступлении Украины в Европейский Союз, вопрос так не стоит. В нашей Конституции записано о том, что Украина реализовывает, да, стремится к... Я сейчас не процитирую, возможно, пока я говорю, ваши редакторы найдут именно те формулировки, которые есть в преамбуле Конституции, но говорится о том, что мы, реализуя свою европейскую идентичность, мы, Украина, хотим быть и будем членами и Евроатлантического союза, и Европейского союза. И поэтому мы должны соответствовать тем стандартам, которые от нас ожидают государства, члены Европейского Союза. Соответственно, это не ультиматум, это не обязывающее решение, это не рекомендация. Каждый пусть понимает, как хочет. Это когда вы говорите: я хочу быть вместе, я хочу вместе с вами делать общие, разделять общие ценности и стремиться к тем нормам, которые мы тоже разделяем. А вам другие говорят: вы тогда должны быть хотя бы приблизиться к нам в такой-то мере, которой мы достигли.
В нашем государстве уровень коррупции есть, но не составляет такой угрожающий уровень. В нашем государстве экономическое развитие вот на таком-то уровне. В нашем государстве защищаются и гарантируются права коренных народов и национальных меньшинств, и многое что другое говорится. И вот эти многие пожелания, они выписаны в резолюции, в соответствии с которым утверждена доповедь, да, доклад по-русски, да, что касается вот ассоциации ЕС Украина. То есть, говоря простым языком, вот принятие вот этих пожеланий украинской властью ускорит приближение в ЕС Украины. Я хочу сказать, что эти вопросы государства, если оно действительно стремится в ЕС, а мы стремимся в ЕС, но здесь государство, общество, я здесь объединяю в этом стремлении, конечно, мы должны с очень большим вниманием отнестись и найти пути решения этих вопросов, которыми нас призывают. Ну а как же? Вы хотите со мной дружить? Вы очень хотите со мной дружить, да, я вас призываю к тому, что у меня есть какие-то ценности. Не хотели бы вы быть ближе к этим ценностям? Если вы говорите нет, я говорю, ну хорошо, тогда будем параллельно идти, дружить не будем. А если вы говорите, да, Рифат, я разделяю эти ценности, и я буду делать все для того, чтобы вот приближаться к ним, я говорю, молодец, давай дальше дружить. Я благодарю вас просто, Рифат, за блистательный анализ, и правовой, и дипломатический, и смысловой, потому что в каждом законе есть буква, а есть дух, и он не менее важен, это как бы еще с римского права все идет, да. А с другой стороны, я очень рад, что я все-таки не политик, и могу говорить более свободно, и поэтому я тоже воспользуюсь этим своим правом, не нарушая журналистскую этику, потому что я просто привел пример манипуляции со смыслами, когда в заголовок выносится то, что выгодно, а то, что невыгодно, прячется. Но это когда... Да. У меня будет пару минут сказать? Да, конечно, нет, это я просто реплику. Вы сколько угодно говорите, Рифат. Да, вы же такой канал, что вы можете сейчас взять и отключить председателя Меджлиса, нет? Ну, у нас свобода слова, слава богу, и в Меджлисе, и у вас лично, вы поборник свободы слова, такой, знаете, многовековой уже. Да. Вы знаете, и вы давно меня знаете, да? Даже самые сложные, даже самые, вот, казалось бы, неразрешимые вопросы, они быстрее решаются тогда, когда, по крайней мере, приглашение к этому разговору не происходит в форме ультиматума, ерничания или осмеяния, да, если есть такое русское слово. А разве мы ставили ультиматум министерству, или скорее нас поставили в такое положение, нет? Я же это не только вам говорю, вы же не воспринимаете по отношению к себе, я это говорю и другим. Да. Поэтому, конечно, какие-то вещи, присущие отдельным людям или даже министерствам, они могут быть. Но почему министерство, скажем, ну, в данном случае оккупированных территорий, но вот эту новость выделила на первый план? Ну, потому что это есть достижение, и это приятно. Да? Потому что неприятно, значит, ищут формы разговора. Ну, так и скажите, вот видите, как сделали доброе дело, вас отметили, давайте еще вместе сядем и решим другую проблему. Правильно. Вот так говорите. Я не хочу учить журналистов, вы намного лучше знаете азы своей профессии. Я хочу, чтобы журналисты действительно не превращались в политиков. Тем более политиков в украинских реалиях. Это украинские политики любят ставить ультиматумы. Не, я просто правду говорю, я никаких ультиматумов никому не ставлю. Нет таких полномочий. Даже не столько компромиссы, чтобы они искали формы для нахождения компромиссов и продвижения вперед. Не всегда компромисс — это слабость. Часто компромисс — это продвижение вперед. Я хочу, чтобы мы шли вперед. Абсолютно, полностью согласен со словами главы Меджлиса крымстарского народа. И, кстати, мы не закончили, вы можете продолжать, Рифат. Нет, я закончил, то, что вы меня спровоцировали. Ну, это, слушайте, вы смотрели когда-нибудь интервью, которые берут по-настоящему профессиональные ведущие, там, CNN, там есть элементы всего, это живой разговор. Журналистика — это искусство заострять правду тоже, это такая история, да? У нас есть телефонный звонок в студию, давайте примем, возможно, есть вопрос у нашего зрителя к председателю Меджлиса. Алло. Селям алейкум. Алейкум селям, buyurunuz. Akşam şerifiniz mübarek olsun. Emde hayırlı akşamlar dileyim. Cümlemizge, buyurunuz. Can yürekten Gülsüm hanım. Men tilegim şöyle ki men seyredim mümkün olsa bana inşallah kısmetse mümkün olacak mı? Bu sual sizge radyo meydana telefon açmaya mümkün olacak mı? Через Viber. Şimdi sualınızı seslendirebilirsiniz. Biz sizni dinleyimiz.
Это радио Мейданда. Yok, şimdi siz ATR telekanalının yanındasınız. Men anladım. Bağışlanız. Men seyredim ki telefon numarini radyo Meydan'ın telefon numarini almaya istedim. Mümkün olsa, Aha. çaresi olsa. Ama isteseniz sualınızı bu yerde de açıklayabilirsiniz. Ama şimdi sizni biz dinleyimiz, Milli Meclis reisimiz dinley. Versin. Men telerim şu ki sağlık selametlikten hayırlı saatte, hayırlı vakti işleriniz onundan kesin. Can yürekten bu sözlerini aytam. Ana vatandaşlarımızın vatandaşlarımızın adından hem de bütün Cankoy rayonunda yaşayan vatandaşlarımızın adından büyük selamlar yollayayım. Hem de Allah kolay getirsin kan işlerinize deyip şu sözlerini aytabileyim. Allah sağlık versin. Aleykümselam. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz destekiniz için. Tek sondurmayınız so'zingizni telefonunuzda çünkü bizim musafir muharrirlerimiz şimdi sizge Meydan'ın telefon numarasını da verir. Rifat ağa. Я могу, видите, я даже не знаю, на каком языке продолжить. Ваша сейчас передача на русском языке. Да, на русском сейчас, да. Но давайте, щоб для балансу, я вже тоді перейду українську мову. Будь ласка. Дивіться, наш зараз співвітчизник з Джанкою телефонував, в нього чудова кримсько-татарська мова. З великим сумом маю сказати, що достатньо мало людей з числа кримських татар говорять так вільно, як оцей співвітчизник своєю рідною мовою. Я це говорю для того, щоб просто знову повернутися до стратегії розвитку та популяризації кримсько-татарської мови, ініціатором якого дійсно виступив Міністерство з окупованих територій, але це правда. Вони одразу прийшли до Меджлісу, і ми зараз максимально намагаємося мобілізовувати всі кримсько-татарські організації. І у нас оцей вихідний в неділю буде великий такий онлайн-конференція буде. Я був би дуже вдячний, якщо хтось з журналістів теж був би присутній, щоб ви потім могли це якимось чином висвітлити. Для чого це я говорю? Ну, дійсно, це айдер, можливо, трошки до вашої уваги. Ага. У нас в Україні вистачає дуже багато, їх безліч напрямків, де держава не встигає, де чиновники не розуміють, де іноді чиновники просто протидіють. Таких напрямків дуже багато. Але незважаючи на те, є такі, слава Богу, є такі напрямки, де все-таки державні якісь органи або в цілому держава намагається встигати. У 2022 році починається десятиліття мов корінних народів. Отже, 2022-2032 це Організація Об'єднаних Націй оголошена десятиліття мов корінних народів. І саме з цього пішла оця ініціатива. І якщо ми хоча б зреалізуємо, я так зараз не хочу заздалегідь говорити, що ми багато чого не зреалізуємо, але якщо ми виконаємо ті плани, які ми зараз обговорюємо середовище кримсько-татарських спеціалістів, а це не лише мовознавці, це і історики, це є організатори освіти, те, що ми розраховуємо, що держава українська з наступного року візьме це в роботу, а це і великий академічний словник, без якого не можна далі рухатися. Це багатотомна серія пам'ятки кримсько-татарської літератури і мови. Уявляєте собі, це багато томів наших пам'яток, які тягнуться з десь 12-11 століття. І це все буде з великими коментарями. Це Інститут історії, мови і літератури кримських татар. Коли це закликають до діалогу, я хочу, щоб якщо ми десь лбами стукнулися, а так буває дуже часто і в державній роботі, і так буває. Це не означає, що треба зупиняти всі інші напрямки. Якщо чесно казати, я думаю, що в березні уряд схвалить концепцію, і на основі цієї концепції ми розробимо стратегію. І десь уже восени будуть прийняті всі рішення, що кримсько-татарська писемність переводиться поступово на латиницю. І ми нарешті, вся діаспора велика,
турецька, кримські татари, румунська, я не знаю, полонська, литовська. Ми можемо не лише говорити однією мовою і розуміти. Ми будемо писати і читати однією. Це просто супер. Це просто супер, Рефат Ага. Ви розумієте? Да, це вообще. Я хочу це закінчити. І оце для того, бачите, ми почали з нашого співвітчизника Джанкою, який такою чудовою кримсько-татарською виголошенням, мовою такою, да, він з нами зараз розмовляв. Для того, щоб кримсько-татарська мова була не тільки, що об'єднувала б в Україні громадян України кримських татар, а щоб і багато хто інший, теж ті, хто захочуть нею говорити, мали таку можливість. Ми це буде, дійсно, ми сьогодні обговорювали, ми сьогодні проводили нараду в Меджлісі, вибачте, Айдер, з працівниками цього міністерства. А я хочу догадати вам, Рефат Ага, просто завершуючи цю розмову. Мені не треба буде коментувати. Ні, я не вас коментую, не вас. Я просто, я не вас коментую, вибачте, ви мій президент, я вас не коментую, я вас можу цитувати тільки. Ось, я хочу вам що сказати, що просто я нагадаю всім глядачам і вам особисто, як політику відомому, і всім, хто нас зараз бачить, що телеканал АТР в цілому і особисто я, Гульсум Ханим і інші наші журналісти чітко дотримуються журналістських стандартів, які вони є. Тому, коли це рішення було ухвалено, щодо розробки стратегії, про яку ви зараз кажете, я особисто неодноразово і публічно підтримував цю ініціативу віце-прем'єра пана Резнікова. Багато постів написав про це, сказав про це багато разів. Тобто, коли щось робиться правильно, ми кажемо, так, це правильно. Коли щось робиться неправильно, не в законний спосіб, ми кажемо, ні. Це зміна кодування наших коштів, це незаконне рішення, і це незаконно. Це ми кажемо також щиро, як тоді, коли я казав, що це дуже круте рішення з боку пана Резнікова про стратегію розвитку мови. Тобто у цьому і полягає журналістика як така. І просто я хочу, щоб всі це розуміли. Немає тенденційності жодної, немає жодної війни. Є правда і є неправда, є маніпуляції і є чистий сенс. І ми будемо завжди за все, і ми відкриті до будь-якого співробітництва з будь-ким, хто має на меті повернення Криму в Україну і розвиток нашої нації, і розвиток нашої країни в європейському напрямку. Я закінчив свій спіч про журналістику, не про політику. Дякую. Я продовжу тоді. Я розумію те, що ви говорите, і дай Боже, але знаєте, якщо ми про це говоримо, можна багато чого і згадувати, і трошки, можливо, я не переношу, я не хочу жартувати там, де немає, можливо, і причин для жарту. А ви не можете, ви політик, а я можу. Ні, я просто захотів навпаки трошки теж прийти до цього, залучитися до такий спосіб. Я пам'ятаю, колись перші мої зустрічі були з іноземцями, ми говорили про Крим. Це було на початку 94-й десь рік, ще був Андерстул, перший Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин. І ми таки проводили невеличкий круглий стіл. І потім один із команди Вандерстола запитує у перекладача, каже, слухай, а чому вони, коли говорять дуже об'єктивні речі, в них таке обличчя, що вони зараз просто підуть в атаку. А це ж розумієте, це ментальні такі речі. Я зараз не стільки про нас, Айдар, говорю, чи пам'ятаєте, коли іноземці дивувалися, коли пішли широкі контакти з колишнім Радянським Союзом, або ще з Радянським Союзом, вони бачили, що люди не звикли посміхатися, що люди майже, коли говорять приємні речі, говорять це з якимсь надривом і таке інше. Я дійсно хочу сказати про те, що та сфера електронних ЗМІ. І про це я не думаю, що я видаю якусь таємницю. Ми ж зараз отримуємо пропозиції щодо концепції, вона надрукована, і люди спрямовують ці свої пропозиції на нашу адресу, на адресу Мінтота. І мені здається, хай мене Арсен Жумаділов вибачить, це його, здається, пропозиції. Він там написав дуже, на мій погляд, слушні конкретні пропозиції щодо ролі електронних ЗМІ в розвитку і популяризації кримсько-татарської мови. І про це можуть говорити лише ті, які знають, що в житті, крім АТР, біля АТР ще є Ляле,
О, дитячий, важливо, дуже, занадто важливо. 24 години. Ми ж ніде про нього не говоримо, але це є супутне з АТР. Ні, Рифат Ага. Я думаю, що я днями говорив з вашим колективом і говорив про те, що зробити якісь такі, знаєте, якісь такі, як це роблять в Фейсбуці, якісь такі лого, щоб люди бачили хоча б просто, я маю на увазі не кримські татари, щоб вони побачили, що ми маємо, і ми це робимо для того, щоб врятувати ідентичність наших діточок. Блестяще, блестяще. Так, зробити. Давайте, от замість того, щоб іноді кричати, давайте скажемо, подивіться, це ми робимо з останніх сил. А в нас ще є Майдан, радіо, яке ми теж витягуємо разом. Тобто, дивіться, Майдан, АТР, Ляле, і це говорить про те, що будь-жодні і звичні, якщо ми зараз були б в Криму, і Крим зараз був би повністю, як будь-які інші частини української держави, під контролем нашої держави. І ми би там разом зі всіма іншими людьми, ми би зараз приймали рішення і відповідали за них. Жодної ситуації звернення до держави за підтримкою не було би. Ми це витягували. Витягували самі. Але прийшли бандити з Росії, і вони сказали, або ви будете працювати з нами, і так, як ми скажемо, або геть з вашого дому. І ми вимушені були евакуювати АТР. І звідси почалися всі проблеми. З цього треба відштовхуватися, а не видумувати різні, хай формально правильні, але не для цієї ситуації абсолютно неприйнятні різні, знаєте, конструкції. Конструкція, скажімо, лікування хворого в звичайній лікарні за умови миру – це одна. А на полі бою, коли поранений боєць, і методи, і заходи зовсім інші. Я не хочу сказати, що АТР хворий або ми хворі. Ні. Просто ми зараз не маємо достатньо сил, щоб самим повністю протистояти російській окупації. Більш того, ми говоримо про те, що ми виконуємо частину нашої загальної. Ми не ділимо, це кримсько-татарське, це державне чи це українське. Ми кажемо, це наше загальне завдання зі всіма нашими методами протидіяти російській окупації і як можна короткий термін наближувати деокупацію Криму. Це наше спільне завдання. Але при виконанні цього спільного завдання ми маємо підтримувати один одного плечем. І коли потрібна підтримка плеча, не треба видумувати, чому ти не можеш підставити це плече. Рифат Ага, я всегда говорил, что вы не только блестящий, честный, порядочный и конструктивный политик, вы еще и публицист, ну, в чем может убедиться каждый, кто читает вас в Фейсбуке или где-то еще. Вы очень точно заметили, я как бывший газетный редактор могу сказать, что эта метафора, что мы не больные, не хворі, це дуже правильно, потому что мы не больные, мы раненые. Мы раненые, но мы раненые бойцы, которые продолжают воевать, да, за свой Крым на своем каждом фронте. Это действительно так. И раненому бойцу нужно подносить патроны, нужно помогать ему реально стрелять. Потому что мы с этих позиций, из этих окопов, с этих высот мы не уйдем никогда. И что еще хочу сказать про Ляле, вы сказали спасибо, да, потому что когда все время про АТР идет речь, я все время добавляю про Ляле, может не все это слышат, я хочу акцентировать. Да, нужно вести конструктивный диалог, да, стратегия развития крымско-татарского языка. Но как укладывается в одной голове и как я должен бесстрастно комментировать такие вещи, когда к нам приходит письмо из компании, она иностранная, у нас нет спутников своих, из иностранной компании 2 недели назад, где написано черным по белому: в случае невыплаты долга, а долг это субсидия государственная, мы только оттуда можем оплатить спутники, в случае невыплаты долга телеканал Ляле будет отключен от спутникового вещания. Вот в таких случаях я буду кричать, потому что это выстрел в наше будущее, в наш язык. Это выстрел в ту же самую стратегию. Это выстрел в развитие языка, о чем мы сейчас говорили. Такого допускать нельзя. Вы можете себе представить? А эта компания, на самом деле, мы просто с ним переговоры ведем, они входят в положение. А ведь они формально могут отрубить рубильник. И сейчас канал Ляле, который круглосуточно учит наших детей говорить по-крымско-татарски, может вырубиться прямо вот сейчас.
И что тогда мы будем друг другу рассказывать, да? Поэтому проблемы надо решать в то время, когда их надо решать. А когда доводить их до кризиса, а потом, это вот, к сожалению, постсоветская традиция. Европейские традиции учат нас другому. И образец европейской традиции государственной нам сегодня дал Европейский парламент в своей резолюции. В пункте 60-м огромное спасибо европейским парламентариям, некоторых из которых я хорошо знаю, с которыми нахожусь на связи. Спасибо большое. Смотрите, вот когда возникают такие ситуации, я говорю совсем банальные, очевидные вещи, которые знаете не только вы, знают прежде всего ваши зрители, но тем не менее мы часто об этих таких очевидностях забываем. Когда нас кто-то не понимает, то есть несколько объяснений причинам непонимания. Конечно, самая нежелательная причина, когда таким образом, непониманием хотят, просто перекрыть тебе кислород и не дать реализовываться твоим самым элементарным правам и интересам. В политике это часто бывает, и это делается такой способ, когда просто непонимание является способом не помогать тебе, не быть с тобой вместе и просто тебе закрыть развитие. Вы знаете, это по результату всегда судим по результатам, правда? Ведь в любом... Да. Но бывают причины, когда просто не могут вникнуть, не могут действительно... Значит, будем помогать. Будем помогать. И вот этот второй случай, он тоже очень часто встречается. Вы понимаете, не зря же фольклор очень многих народов, в том числе и крымско-татарских, говорит о том, чтобы для того, чтобы иногда понять другого, одни говорят о том, что надо походить его обуви, другие говорят о том, что надо войти в его шкуру, но действительно очень многим, но я же не оправдываю их, очень тяжело просто прочувствовать глубину нашего положения и самочувствия от этого положения. И очень часто крымско-татарскому, будь то, я не знаю, электронные средства массовой информации, будь то книгоиздательство или другие какие-то сферы, относятся как к привычному для этого человека, да? Кто-то же спрашивает, говорит, зачем мы печатаем крымско-татарские учебники, если себестоимость одного учебника, и, скажем, 560 гривен. Я сейчас цифру взял с потолка, но не очень ошибся. Очень высокая себестоимость крымско-татарских учебников. И говорит, а вот здесь мы печатаем учебники для школ с другим языком, там стоит всего 40 гривен. 40 и 400 гривен, разница есть в 10 раз. Вы что делаете с этими книгами? Человек не понимает, что всего, допустим, детей, которые обучаются в соответствующем классе на этом языке, их всего в природе 1000 человек. И на эти 1000 детишек надо 1000 учебников. Но от этого же не зависит, что их надо писать. Просто мне говорят, что мы заканчиваем даже. Вы все объяснили, это полиграфическое дело. Чем меньше тираж, тем дороже экземпляры, все такое прочее. Я хочу подвести итог нашему сегодняшнему... У нас есть гости. Разговора. У нас просто другие гости еще в эфире. Рифат Ага. Я хотел то же самое сказать. Я все-таки к АТР хочу закончить. И когда мне говорят, почему просмотры некоторых передач АТР в Ютубе измеряются несколькими тысячами или сотнями, а вот когда передачи, там, я не знаю, Скобеева или Соловьева или еще кого-то там сотнями тысяч или миллионами, я тогда просто сам очень изумляюсь аргументам этих людей, потому что каждая наша передача, особенно исторические, образовательные, детские, за каждой нашей передачей это титанический труд наших специалистов и при этих минимальных затратах, которые государство, конечно, должно найти. Да, Рифат Ага, Рифат Чубаров, глава Меджлиса, был у нас в эфире. Был с нами на прямой связи. Нас ждет Борис Захаров, директор благодійного фонду «Людина и право». Он с нами сейчас на прямой связи. Кстати, Айдер, у него сегодня день рождения. Я знаю, Борис Захаров, мой близкий товарищ, очень порядочный человек. Я, Боря, поздравляю тебя от всего телеканала АТР, от всех крымских татар, кто тебя знает и не знает. Мы искренне тебя любим, мы знаем, как ты переживаешь за наш народ и как ты за наш народ готов бороться, борешься и будешь бороться. А теперь тебе слово, говори, что хочешь. Дуже дякую. Пане Борисе, давайте...
Ми вас включаємо в марафон. Сейф АТР «Голос Криму» має бути в ефірі. Ви в курсі ситуації? Я в курсі ситуації. Я вважаю, що це обов'язок держави. Обов'язково підтримати телеканал АТР. Я вважаю, що кримсько-татарська культура, кримсько-татарська історія – це українська історія, це українська культура, і це світова культура і світова історія. Це квіточка, без якої букет не вдасться. І тому кримсько-татарський канал має бути в ефірі. Це однозначно, і держава несе обов'язок. Почему тогда, Це моя по-вашему... думка як правозахисника. Пане Борисе, почему тогда, по-вашему, Украина не выполняет это, правительство Украины не выполняет это обязательство? Я вважаю, що у нас непрофесійний уряд, що там дуже багато різних тенденцій, різних впливів, і вони не можуть зосередитися на головному. Дуже я Тому люблю... я вважаю, Да. що... А вибач, ти не договорив. О, и связь оборвалась. Да что ж такое? Борис Захаров был с Вот нами как хороший на человек, прямой связи, да, правозащитник. бывает такой, вот причем люди, которые не так уж часто включаются, вот на что-то не везет им. Но ничего, мы же, крымская татары очень упорные. Мы дозвонимся до тебя, Борис. Айдар, нас же поддерживают в эти дни, мы благодарим всем, кто нас поддерживает. И вот знаешь, значит, Конгресс украинцев Канады выступили в защиту государственного телеканала АТР. Они направили письмо в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Я бы хотела зачитать это письмо и поблагодарить Асоціацію українців Канади. Конгрес українців Канади глибоко стурбований інформацією про можливе скорочення державного фінансування кримськотатарського телевізійного каналу АТР, що може призвести до закриття каналу. Цю справу неодноразово порушували представники кримськотатарських організацій, авторитетні правозахисні групи, яка от Харківська правозахисна група та інші. Канал АТР частково здійснює трансляцію кримськотатарською мовою та є одним з ключових голосів кримськотатарського народу, корінного народу Криму, який хоробро виступає проти насильницької окупації Росією в своєї батьківщини. За свій мужній опір російської окупації кримськотатарський народ зазнав безжальних та систематичних репресій та жорстокості з боку російських окупантів. Канал АТР – один з небагатьох каналів, який транслює достовірну інформацію про реальну ситуацію в окупованої Росією Криму. АТР – ключова організація в битві України проти російської окупаційної пропаганди. Якщо АТР буде вилучення з ефіру через відсутність фінансування з боку української держави, Україна втратить вкрай важливий зв'язок зі своїми громадянами, які сьогодні змушені жити під тиранією російської окупації. Відтак Конгрес українців Канади закликає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України забезпечити державне фінансування каналу АТР на рівні, який дозволяє цій важливій організації продовжити свою добру працю. Дуже дякуємо вам. Спасибі за підтримку. Це не просто дякуємо, це дуже круто. Це просто неочікувано навіть було. Я просто вночі прокинувся і дуже вдячний всім канадським українцям, українським канадцям і кримським татарам, які живуть в Канаді. А до нас повертається Борис Захаров. Борисе. Пане Борис. Так, я вас слухаю. А чи ти чув сьогодні про резолюцію Європейського парламенту, де чітко зазначено щодо... Так, звичайно. Да. Ну, як людина, яка правозахисник, це просто все твоє. Прокоментуй, будь ласка, для наших глядачів. Ні, ну тут все однозначно. Я вважаю, що насправді путінський режим – це субтоталітарний режим, що він в різних частинах Росії діє по-різному. На Північному Кавказі і в Криму це тоталітарний режим, який спрямований на знищення кримсько-татарського народу, кримсько-татарської культури, кримсько-татарської національної пам'яті, так само, як на Північному Кавказі він спрямований на знищення кавказьких народів, чеченців, інгушів, дагестанців і так далі. Там всі ознаки.
Видимо, звонят Борису, поэтому прерывается связь. Вибач, Борисе, друже, з днем народження, більше не відволікаємо. У нас есть сейчас на прямой связи Айдер Тарас Березовец. Я предлагаю его подключить к нашему эфиру. Политтехнолог, журналист. Вітаю, пане Тарасе. Витаем. Вітаю. Так, вітаю вас, колеги. Доброго вечора. Мы с вами хотели, в частности, обсудить резолюцию Европарламента. Вы наверняка ее видели и читали. Что скажете, что она означает для нас, для Украины? Ні, не бачу, чесно кажучи, резолюцію Європарламенту. Сьогодні готувався до своїх ефірів, не знаю, про що там йдеться. А давай я прочитаю тебе ее. Так, прошу. Именно в той части, которая касается Основной пункт, Крыма. да, 60. Да, пункт 60. Я просто дословно прочитаю, и ты быстро схватишь, как международный аналитик, и для тебя это вообще элементарно. Ты хорошо меня слышишь, да? Так, я чую, добре. Я перевел на русский специально, чтобы оккупанты тоже понимали, да, что их, в общем, что будет в Крыму потом. Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной. Это название документа. Решение проголосовано и сегодня опубликовано. Резолюция Европарламента от 11 февраля 2011 года о выполнении соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Пункт 60. Европейский парламент уделяет пристальное внимание поддержке, оказываемой правительством Украины крымско-татарскому народу, и выражает озабоченность по поводу отсутствия финансирования в проекте бюджета на 2021 год, представленном в Верховную Раду в сентябре 2020 года, для программы переселения и размещения крымских татар или из других национальностей, депортированных с временно оккупированной территории Украины. Призывает Украину принять законы о коренных народах Украины, о статусе коренного крымско-татарского народа и о внесении поправок в ее конституцию для признания национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах Украины, а именно Крыма, что проистекает из неотъемлемого права коренного крымско-татарского народа на самоопределение. Европарламент настаивает на том, чтобы украинские власти решали проблемы единственного крымско-татарского телеканала и предложили стабильный механизм финансовой и технической поддержки, чтобы телеканал мог продолжать вещание на оккупированной Россией Крым. Приветствует инициативу Украины по разработке стратегии развития и популяризации крымско-татарского языка до периода 2032 года. Конец цитаты, это пункт 60. Мені здається, все зрозуміло. Позиція європейських депутатів завжди була абсолютно чіткою і зрозумілою в більшості своїй, за винятком тих депутатів, які сповідують Путін-Ферштейн, друзів Путіна в Європі, насамперед з таких країн, як Голландія, Німеччина, Франція, Італія, Угорщина. Позиція решти країн абсолютно завжди була чіткою, і вона була абсолютно чітко висловлена в тій частині, яку ти щойно зацитував. Що стосується ситуації з кримсько-татарським телеканалом АТР, ми з моїм колегою Петром Залмаєвим тиждень тому висловили свою чітку позицію. Так, дякуємо вам за підтримку. Ми так записали своє відеозвернення. Мені здається, в принципі, для всіх людей, не тільки кримців, але й будь-яких українських патріотів зрозуміло, що Крим повинен мати свій голос, і цей голос має лунати кримсько-татарською, українською, російською мовами, всіма тими мовами, якими здійснюється трансляція телеканалу АТР. Важливість АТР збільшується зараз, тим більше на тлі того, що державна політика стосовно тимчасово окупованих територій, насамперед Криму, останнім часом відверто буксує. Немає жодного прогресу в перемовинах щодо звільнення наших кримських заручників. Ми вже забули, коли з вуст державних чиновників, окрім номінальних таких запевнень стосовно того, що це Крим Україна, лунали якісь конкретні пропозиції чи звіти стосовно того, що було зроблено. Навіть більше в лексикон багатьох представників влади минулого року була введена абсолютно зрадницька формула повернути воду до Криму, пояснюючи це гуманітарними, нібито гуманітарними причинами. Риторика цих таких от українських чиновників або депутатів один в один збігається з позицією російських окупантів і їхніх посіпак в окупованому Криму. Тому, от за моїми джерелами, вона підтверджується так само, скажімо так, багатьма непрямими свідченнями. Виключення АТР з ефіру є частиною непублічних домовленостей між представниками влади і російськими окупантами. Тобто є такий от список, є таке поняття хотєлки, да, які висуваються. Звичайно, ви ніде не знайдете їх Мінські угоди на папері написаних, але от є чіткий документ, в якому міститься конкретний перелік того, чого для розмороження переговорів хочуть. Договоренность, она предусматривает какой-то обмен, да?
А что это может быть, как думаете? Це такі пункти, з якими має здійснити уряд України до того, аби повернути росіян за стіл перемовин взагалі. Ми пам'ятаємо, що остання зустріч в нормандському форматі відбулася 1,5 роки тому в Парижі, і було анонсовано, що вже буквально за 3 місяці має відбутися наступна зустріч. Вже минуло з того часу півроку, і нічого цього немає. І от для того, щоб відновити ці перемовини в нормандському форматі, росіяни висувають по лінії, очевидно, Козака, Єрмака. От і ці вимоги з боку Росії точно знає Єрмак. Але озвучують їх інші чиновники, і от наскільки я розумію, виключення АТР є одним із цих підступних пунктів стосовно того, що має зробити Україна для того, щоб росіяни повернулись за стіл переговорів. Но эти ультиматумы могут длиться бесконечно. Сегодня АТР отключите, завтра воду через Северокрымский канал дайте, послезавтра Меджлис закройте. А так, глядишь, и суверенитета Украина лишилась полностью. Так воно ж і відбувається. Подивіться, кожного разу, коли росіяни висувають якісь там абсолютно нездійснені вимоги, тобто вони наперед висувають щось таке, що зробити не можна. А потім кажуть, ну гаразд, от ці можете пункти не виконувати, там, 1, 2, 3, а от 4-й пункт, будь ласка, виконайте. І от абсолютно незрозуміла ситуація, значить, з тим, що нібито там оці гроші, які раніше цілеспрямовано були субвенцією для телеканалу АТР, зараз мають розподілятися між іншими українськими медіа. Після того всі дотичні медіа, Суспільна, зокрема, Крим Реальний, всі відмовилися, сказали, що ми не претендуємо на ці кошти. Тобто все це якраз таки підтверджує. Ну і впливові видання, зрештою, той же саме Київпост, от нещодавно написав статтю, англомовне видання, в якому вони чітко розклали все до чого, що мається в цій ситуації. Ну, спасибо, Тарас, что ты так разложил. На самом деле, знаешь, вот некоторые вещи, их нужно оценивать, ну, на самом деле, любой закон, любое действие, но и с моральную оценку тоже имеет. Это тоже часть законотворчества, строительства государства и так далее. Вот сама моральность, да, вот просто люди что-то делают, не понимая, как это звучит. То есть послушай себя в наушнике, а потом подумай и потом реши, стоит ли это делать или нет. Устраивать соревнования коммерческого характера единственного канала коренного народа, с кем бы то ни было, устраивать соревнования крымских татар и украинцев, пострадавших в оккупации, ставить их в соревновательные условия во время войны, как вот верно Рифат Чубаров заметил, но есть мирное время и мирная обстановка, есть немирная обстановка. Это как-то, знаешь, как два мира, два шапира. Кто-то живет в войне, там, во всякой, в гибридной, да, в войне там информационной, вот как мы там и так далее. А кто-то живет в мире, где летают ласточки, где там производятся сделки какие-то и так далее. Вот как эти два мира нам совместить, чтобы наконец поняли, ну, может быть, европейские парламентарии помогут вернуться к какому-то такому более реальному восприятию ситуации, в чем мы на самом деле живем, в гибридной войне? Дай Бог, щоб так і сталося, але я думаю, що ми ж маємо все-таки мислити реальними категоріями, ми живемо в реальному світі, де місце національних інтересів часто заміщається банальними договорниками. І найгірше і найпідліше, що в цій ситуації ніхто не хоче казати правду, що сталося і чому було ухвалено саме таке решение. Точно, да, точно. Ты знаешь, когда начинают, вот, ну скажи ты правду, ну вот это так, а вот это так. Вот эти деньги, они зашли к тебе в министерство, к тебе министерство. Они зашли под кодом финансовой поддержки, субсидий. Об этом Зура Полосани и его коллеги в Суспільне телебачение прямо написали, подчеркнули. Это субсидия. И если ты, министерство, по ходу игры меняешь правила, давайте вернемся к правилам. Давайте вернемся к тому, что делал Минфин, что имел в виду парламент, когда дух этого закона тоже надо исполнять, не только букву, но и дух. Да? Давайте вернемся к правилам игры и к уважению друг друга, и к общей цели. Не договорники у нас общая цель, а общая цель у нас возвращение Крыма. И об этом нам, к сожалению, напоминают извне. Шкода, це правда. Дякуємо, пан. Ближче ми не стаємо.
Дякую. Дякуємо дуже, пане Тарасе. Тарас Березовець, журналист, политтехнолог, был с нами на прямом зв'язку. Нам нужно уже прощаться. Буквально через несколько минут эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш марафон. Айдар, ты хочешь что-то добавить? Нам нужно прощаться, Гульсум верно сказала, нам нужно прощаться с унынием, которое иногда некоторых из нас посещает, потому что уныние это то, что никогда не говорила Голда Меир, но я скажу, уныние это то, что крымские татары, крымлы и украинцы не могут себе позволить. Оставайтесь с нами. Куршкенч.